Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. Гармония между обществом и природой. Экологический дом, безопасность, природный ресурс, важную роль играет. Рамзан Кадыров ознакомился с состоянием экологической ситуации в регионе. Школа мэров. Ключевая задача – посмотреть лучшие практики, которые обладают те или иные регионы. В Грозном стартовала федеральная программа, направленная на подготовку эффективных управленцев. Герои Отечества. Если бы не они, я не знаю, выжили бы мы или нет. Мы будем помнить их до конца своих дней. История еще одного бойца, который отдал жизнь за наше будущее. Подробности в нашем выпуске. От состояния окружающей среды зависит качество жизни каждого жителя. Рамзан Кадыров обсудил с министром природных ресурсов окружающей среды Шарпуди Абдул-Азизовым текущее состояние природных ресурсов и меры по предотвращению возможных угроз. На что обратил особое внимание глава региона, какие дал поручения, узнаем у Рамзана Абуева. Защита окружающей среды сегодня является актуальной темой для всего мира. Негативное влияние человеческой деятельности приводит к изменениям климата, исчезновению видов и деградации экосистем. Стремление к гармонии между обществом и природой в Чеченской Республике находится под особым вниманием Рамзана Кадырова. Начиная рабочую встречу, глава интересуется состоянием экологической ситуации у министра Шарпуди Абдул-Азизова. Экологический дом, безопасность, природный ресурс, важную роль играет, мое положение, поручение или вкратце должен. Выполнены берегоукрепительные работы и построены гидротехнические сооружения, охватывающие почти 100 километров в 6 населенных пунктах. В этом году планируется завершение второго этапа работы на реке Фортанга в Чхой-Мартане. Более 257 гектаров земель возвращены в хозяйственный оборот. Улучшены экологические условия для жизни 480 тысяч человек. Ведется работа по выявлению и рекультивации земель, загрязненных нефтесодержащими отходами. Всего ликвидировано 29 объектов нефтешлама Авмара общей площадью 102 гектаров, из которых по вашему поручению ликвидирован нефтешламовый амбар Андреевской долине в городе Грозном. 17 несанкционированных свалок в границах городов Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Чхой-Мартан на площади 155 гектаров. Благодаря вашей поддержке, уважаемый Рамзан Ахматович, работа продолжается. Согласно реализации мероприятий сводного плана тушения лесных пожаров, ежегодно утверждаем вами 2014 года в лесном фонде не допущено возникновения лесных пожаров. Выполнены мероприятия по противопожарному обустройству земель лесного фонда протяженностью 21 563 километра. В 2025 году проводятся работы по недопущению лесных пожаров на площади не менее 352 тысячи гектаров. Уважаемый Рамзан Ахматович, объем работ по лесовосстановлению согласно лесному плану Чеченской Республики, утвержденной вами один раз в 10 лет, выполняется в полном объеме. Ежегодно проводятся мероприятия по лесовосстановлению на площади до 800 гектаров. По состоянию на конец 2024 года осуществлено лесовосстановление на площади 9800 гектаров. Закуплено 54 единицы специализированной лесопожарной техники. Впервые за последние 40 лет проведены работы по лесоустройству и установлению границ лесничества. Площадь лесного фонда Чеченской Республики 352 494 гектаров. В судебном порядке возвращены 10,5 гектаров Бороздиновского участкового лесничества и Шелковского лесничества, включенного ранее границы населенного пункта город Кизляр Республики Дагестан. Определены границы земель лесного фонда Асиновского лесничества на прилегающей территории с Республикой Ингушетия, площадь 19 695 гектаров. Благодаря вашему участию в решении вопроса, направленного на охрану окружающей среды, в республике создано 5 учреждений предохранной направленности и 144 рабочих места. Заработная плата работников лесной сферы Чеченской Республики в этом году увеличена до 25%. Средства на оплату труда привлечены из федерального бюджета. На реализацию мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, привлечены из федерального бюджета 9 миллиардов 406 миллионов рублей.
С развитием технического прогресса начали проявляться негативные изменения, которые могут привести к ухудшению окружающей среды. Для обеспечения экологической безопасности жителей Рамзан Кадыров призвал усилить работу в борьбе с экологическими вызовами. Надо усилить работу по защите дома от лесных пожаров, сохранение уникальных водных объектов, ликвидации несанкционированных свалок, от защиты населенных пунктов, от затопления дома. Экологический вызов, что он носит постоянный характер, поэтому необходимо своевременно реагировать на возникающие угрозы дома. Летом дома, лесной пожар, что лучше дома. Несанкционированный свалок, что он стяг. على مصمت تاعهم سواء إلى تندرون جاورشون وموقتين حصل لي وده شيء определенное место отведения земельных участков, он цигабия. خلي شوش دون بيش دون أوبشن دون في بالون دون بال بيحضر شو ده دون وين محل دون بال عمل دون دون صبور وده دون أعتقد بور ده وين دون وين دوك دون problem не выпрошивает ده دون здесь рядом внимание ده дон вабо без дон. Шарпуди Абдулазизов также отчитался по ранее данным главой поручениям. В исполнении министерства находится 9 заданий. Все они выполняются в установленные сроки. وقت حتى الأخدوان دي هردنا экстренном порядке шит баттан яри поезд одон прибата я ин авотно полностью на чогон баркала бог цигвоч гунадон я слэч баш мшхулор нехдон шекер тацинهم дцовч يخيت اداره قان علي بالغ البقبوش استغن شيء مرش شيء цину да хозяйство занимается метик бухсан وين республика дон швартон белошбинаш дон daarvan наглядно дон гушту дон йод дон проверить персоновый природный дон возможность свой дон я ресурс дон использовать еда дон встя дон совместно дон федеральным центром дон лемнешка дон валяж дисадыч дон дешиду дон мраморю мосумаду дон стядон активно болвично да молодон мы да дон болдон если будасон вот это солдатон болдон айгандон просто смотреть приятно вылезон кайл ситуацию дон болдон беш буйдон балбош буйдон гушлидасон Следсон юза что коллективно дома сана что бакалдере. Нела трой одина и трой донор дошна дедик хабет ту элдол хум дона тон да дербе да стонта داخش ميتشي داخشي دون عقل داخل أش ميتشي عتي لوز دون أو بوق ده غير شامل وحيق مارشش في عيش كل نغماتش حتى لو بيتوليش ده تاني متعلي ليلو درامو إشادك دون هبرك دقون طان إعادين شيريك موسريون إيجوشيجي شيء موسريون طان جا ننتن خزاري يصير شو دون باص دون قام موسريون دون حز بيبوش حز ودون دايس عيه دون ميتي قداس دون det bal doku busho deston da hoje balon doku relater don ai di shopa des na samom delu don hoje zadatin u temps don måste ne problemi sin don ja pe temps ju deston i sit zadatin ja så deston amar asta az obol don så hotin zadat don så zalajtin fundament ja don استعصرت وين خلدت دون تنجر مثلا دون شيا شغل شغلونه الشيخ зависит от шерифа, что он агилиз масса дон дерез хори да это больно. Говоря о рейтингах, Чеченская республика заняла первое место среди субъектов СКФО по реализации полномочий в области лесных отношений и вошла в десятку лучших регионов России по созданию качественной среды для жизни. В национальном экологическом рейтинге регион занял 11 место, поднявшись за последние 5 лет на 8 позиций. Рамзан Абуев, Руслан Магомадов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской республики «Вести. Чеченская республика».
Деятельность муниципальных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также вовлеченности граждан в эти направления. Таковы основные темы совещания под председательством премьер-министра Магомеда Даудова. Официальные лица обсудили текущие проблемные вопросы, связанные с реализацией так называемых бизнес-инкубаторов. На данный момент в регионе насчитывается более 27 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. А с 2019 года в рамках нацпроекта оказано 43 тысячи услуг по данному направлению. Оборот малых предприятий увеличивается в среднем на 22% в год. Председатель правительства отметил, что развитие бизнеса – это одно из ключевых направлений, на котором делает акцент региональное руководство. Малый бизнес играет ключевую роль в экономике и во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового регионального продукта. Открытие малых и средних предприятий создает новые рабочие места, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет. В Чеченской Республике уделяется особое внимание вопросу развития малого и среднего бизнеса. Это направление определено как одно из приоритетных и находится на постоянном контроле главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. По итогам 2024 года на территории Чеченской Республики зарегистрировано 27 516 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые уплатили в бюджетную систему страны 11 миллиардов 640 миллионов рублей. Школа мэров продолжает готовить новое поколение управленцев. Это образовательная программа, целью которой является подготовка высококлассных профессионалов, способных решать задачи национального масштаба, опираясь на лучшие практики российских регионов. В Грозном стартовал очередной поток этого уникального проекта. Все подробности у Валентины Гусевской. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева участники школы мэров начали первый день работы. В регион приехали главы городов или их заместители со всей страны. Присутствующие поделились своим опытом и практиками. Мы даже выделили специальный фонд, то есть там премии, обычные премии квартальный уменьшил, сделал премию по результатам проектной деятельности. Тут этот процесс, внедрение процесса тоже у нас проект. Состоялось торжественное открытие, прозвучали гимны Российской Федерации и Чеченской Республики. Поприветствовал участников мэр города Грозный Хас Магомед Кадыров. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие гости, участники школы мэров. Рад приветствовать вас на этом значимом мероприятии. Для нас большая честь принимать вас в столице Чеченской Республики. Собравшимся показали видеоролик об изменениях в регионе за последние годы, отметив при этом, что Грозный – самый безопасный город страны. Программа «Школа мэров» реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии при поддержке администрации президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Обучение проходит 9 месяцев в разных городах России. Первый и последний модуль программы мы проводим в Москве, Московской области. Все остальные модули программы мы проводим в субъектах Российской Федерации. Ключевая задача – показать особенности социально-экономического развития российских территорий, городов. Это особенности, в том числе, связанные с географическими, природно-климатическими особенностями. Но ключевая задача здесь – посмотреть лучшие практики, которые обладают те или иные регионы, города, которые можно масштабировать и применять уже нашими слушателями для решения своих задач развития. Что касается Чеченской Республики, мы действительно очень давно планировали сюда приехать. Все наши участники с большим удовольствием сегодня находятся здесь. Грозный принял более 80 участников программы. Ее главная цель – подготовка компетентных управленцев. На территории Чеченской Республики изучают модуль «Хозяйственная деятельность и развитие территорий». После приветственной встречи участники лично познакомились с городом. Несмотря на апрельский дождь, участники с интересом изучают местную архитектуру и традиции. Вот так, в дождевиках и с аудиогидами. Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова – первое место посещения. Участники отметили привлекательность города. Для нас это уже 5-й модуль программы, который состоит из 6. И этот модуль проходит, наверное, в одном из самых прекрасных городов нашей огромной страны, город Грозный, который просто поражает своей монументальностью, богатством души, в первую очередь, жителей этого города и всей республики. Вообще школа мэров – это, можно ее назвать, школа жизни, где каждый муниципальный служащий может подчеркнуть для себя, во-первых, это и теоретические знания, где что-то сам не знает, может, конечно же, восполнить с помощью экспертов. Ну и, конечно же, это огромная практика, которая
выражается не только в занятиях, но и еще и в коллегах, знакомцах. Участники программы возложили цветы к обелиску первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и изучили мемориальный комплекс славы, пример сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Сам музей, он, конечно, впечатляет, и самая главная нить этого музея – это сохранение памяти. Без истории, без памяти истории у нас не будет будущего. Это чувствуется во всей экспозиции, это чувствуется по оформлению всего города, благоустройства. То, что достигнуто, сохранено, приумножено и развивается дальше. После обеда участников разделили на 3 группы, чтобы показать экономически важные объекты города. Так муниципальные служащие посетили многопрофильный центр образования имени Ахмата Хаджи Кадырова, а также увидели проект строительства коттеджного поселка для малообеспеченных семей. Гости лично посмотрели, как растут овощи для местного рынка и других регионов в теплицах Юг-Агрохолдинга и познакомились с ходом строительства железнодорожного вокзала. Я впечатлен, как и наверняка многие мои коллеги. Железнодорожный вокзал – это одна из визитных карточек любого города. Мы видим, что здесь все приведено в соответствии как с применением современных технологий, так и сохранению культуры Чеченской Республики и исламского народа. Также гостям провели экскурсию по Центру спортивной подготовки под дзюдо имени Владимира Путина и ознакомились с залами для тренировок юных спортсменов. Комплекс располагает современной гостиницей, бассейном и медицинским центром. Ребята, которые здесь занимаются у нас, они переходят уже после 8 лет, они переходят в большой зал, там уже другая специфика тренировки, другие нагрузки. Здесь я могу им преподавать только то, что позволяют врачи. Далее участникам презентовали новый район имени Владимира Путина. Проект включает строительство 150 многоквартирных домов с 30 тысячами квартир. Первый этап реализации планируют завершить в этом году. Помимо жилых домов на территории предусмотрены мечети, детские сады, школы, культурные объекты. Впечатление колоссальные за счет масштабов и объемов, которые мы здесь увидели, за счет новых подходов, которые мы здесь увидели, перенимаем и видим передовые практики по комплексному развитию территорий. Мы видим, что руководство республики и города Грозного здесь применяют самые новые технологии, прогнозируют, рассчитывают все социальные объекты, в том числе и сразу на будущее, понимая то количество людей, которые здесь будут проживать. Мы многому можем тоже научиться и перенимать такой опыт. На основе собранной информации во время экскурсий собравшиеся работали над проектами по решению проблем городов. Например, развитие инфраструктуры, поддержка участников специальной военной операции, коммуникация с жителями. Практическая работа по всей учебной программе рассчитана на 500 академических часов. Много чего происходит того, с чем грамотный управленец должен бороться, должен выявлять. Вся программа посвящена тому, что мы учим кадровый резерв выявлять неэффективные процессы, которые мешают развиваться территории. В Чеченской Республике программа «Школа мэров» проходит с 15 по 18 апреля. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев, Адам Юнусов. Вести, Чеченская Республика. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации провело круглый стол, посвященный Дню отмены режима контртеррористической операции в Чеченской Республике. Республика прошла сложный путь, чтобы из региона, разгромленного войной, стать одним из самых динамично развивающихся субъектов России, не просто восстановившись, но и явив собой пример, что даже в самые темные времена сплоченность и воля к жизни могут стать прецедентом к началу небывалого рассвета. Собравшиеся за круглым столом руководители общественных организаций отметили, для такого феномена необходимо сильное руководство, грамотно выстраивающее внутренний и внешнеполитический вектор, владеющий умением грамотно использовать ресурсы и делающий акцент на сохранение культурной идентичности региона. Каждый день, можно сказать, рассказываем о подрастающем поколению, о тех днях, о тех событиях, потому что только в сравнении ребенок, молодой человек может познать. Батальон «Запад Ахмат» совместно с ОМВД России по Кучеловскому району Чеченской Республики, а также 116-я отдельная бригада особого назначения «Стальная Росгвардия» успешно действует в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале.
В условиях активного противостояния с укрепрайонами ВСУ наши подразделения показывают поразительную слаженность и высокий уровень координации. Это позволяет им оперативно реагировать на изменения обстановки и добиваться впечатляющих результатов даже в самых динамичных условиях. Благодаря этой эффективности задачи выполняются с максимальным успехом, отметил Рамзан Кадыров. Его жизнь, оборвавшаяся в бою, стала символом мужества и отваги. Сегодня мы расскажем о настоящем герое, участнике СВО, который в одиночку проник в логово врага, но при выводе пленных попал под обстрел. Слово Медине Мударовой. Магомед Исрапилов, известный под позывным «Босяк», в одиночку проник в расположение противника в районе Курахова и убедил 13 солдат вооруженных сил Украины сложить оружие и сдаться. При выводе пленных из здания мужчина попал под артобстрел. Ранения от осколков оказались несовместимы с жизнью. Об этом рассказал командир штурмовой роты штурмового отряда «Борс» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Юг». Сначала удалось взять одного пленного, но он сам вышел к пацанам, там перепутал их со своими. Босяк провел с ним, так скажем, беседу, объяснил, что ему лучше сдаться. Отпустил его, чтобы он пошел и объяснил все своим. Тот ушел, и Босяк также сразу выдвинулся за ним. Зашел к противнику на второй этаж один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат противника. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода, они находятся в окружении. Босяк принимал участие в штурмовых мероприятиях, спасал мирное население, выводил из-под обстрелов и помогал раненым. Как человек он очень-очень хороший, достойный. И мы очень прикипели к нему душой. Все делал для нас, Защищали, всем помогал. Нас освобождали, защищали в прямом смысле слова своей грудью. Если бы не они, я не знаю, выжили бы мы или нет. Мы будем помнить их до конца своих дней. Село Самашки, улица Заводская. Именно в этом месте прошло все детство и жизнь Магомеда Исрапилова. Здесь закалялся его характер и формировались жизненные принципы. Никто из односельчан не мог и представить, что этот скромный и отзывчивый парень совершит подвиг, который впоследствии стал символом мужества и отваги. До начала специальной военной операции Магомед работал строителем в Краснодаре. Когда родина призвала, не раздумывая, мужчина оставил все и добровольно вступил в ряды российских военнослужащих. С тех пор редкие звонки стали разрывать тишину в родительском доме. Отец Муса с трепетом ждал каждого из них, пытаясь запомнить голос сына. В январе текущего года связь оборвалась. Тревога росла с каждым днем, и спустя 3 недели опасения подтвердились. Роковой звонок перевернул жизнь семьи Юсуповых. Allah ban waqtin shol dawa itasayz tagana de nana sheduzal mel dok viez san shen khord belchana khordo masana تقاشتي что Allah да масана дикна коучи да любой кенты цигамел дос. Поддержку семье оказал и региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация передала Юсуповым 1 миллион рублей. Когда Рамзана Allah рез холицу цолело чуна цодечуна и хаджерна доксо датана. Дядя Магомеда Асламбек, вспоминаем племянника, помнит его как отзывчивого, справедливого и трудолюбивого человека. С самого детства мальчик отличался смелостью. أسألش الله دوش ولز ده إمارة. ناس أول صرام بزنو تيجي شيء ناس شيء أول شيء بس يأكل جمهور خاص أول بس يأكل ناس أول شيء تداوش بزنو الله هناش بس يأكل ليش نالي بزنو دايتنا ليسو. У Магомеда остались жена и 2 сыновей. Они понимают, что даже если их отца не будет рядом, его любовь и память всегда будут с ними, поддерживая их на протяжении всей жизни. А звание Героя России ему присвоено посмертно. Медина Мударова, Седамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В рамках оказания помощи социально уязвимым категориям граждан региональный общественный фонд имени Кадырова организовал очередную благотворительную акцию. Конверты с деньгами раздали малоимущим от центральных районов до самых отдаленных. Турпал Тайсумов расскажет подробнее.
Благотворительные акции от общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжают проводиться по всему субъекту. На этот раз нуждающимся семьям в общей сумме роздано 281 миллион 70 тысяч рублей. تبوخش البولشو بالي خوسطة إتنع دا بولشو نال وزبالني خوجرة لغر الوشو نعا سميجي يقلش البولش وبالا بولش بتشو دوخش الدرسلة دريجي ساغنش دريجي نخشي قوم ديرا دو نخشي قوم أخدو دالتنا نيت قبول دويلا داقا ساغنش دا قبول دويلا إشتا دائما شي قوم بولشو أتو بولش البولش بولش ناخن ساغيتا صوتا ناقوستل نالدش мокшмаш дала пачуаха. Конверты с денежной поддержкой раздали малоимущим в разных населенных пунктах, от столицы до самых отдаленных муниципалитетов. Благотворительная организация не оставляет без внимания тех, кто ждет помощи в связи с трудными жизненными ситуациями. Жителям становится очень тепло на душе, когда волонтеры приходят к ним с такой благой миссией. И, конечно, они выражают слова благодарности президенту фонда Аймане Несиевне и главе субъекта Рамзану Кадырову за неустанную поддержку. Большое спасибо фонду, то, что помогают. Это не впервые, это постоянно, это помощь. Всегда мы рады этим. Когда в регионе без внимания не остается ни одна нуждающаяся семья, это лучший пример того, как руководство заботится о людях, протягивая руку помощи. Эти акции проводятся часто, и подсчитать их невозможно. Торпа, Лолита Айсумов, Валентина Гусевская, Моусар Хаджиев и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В Национальной библиотеке состоялась персональная выставка художницы Фаимы Даудовой «Время и вдохновение», приуроченная к юбилею художницы. В экспозиции представлено 30 картин в разных жанрах. Представители общественных организаций, министерства, а также руководство ГГНТУ, где она является преподавателем, поздравили именинницу и вдохновились творчеством художницы. Посетители охарактеризовали выставку как исповедь, пронизанную тоской по родине. В основном мое творчество посвящено городу Грозному, а также традициям чеченского народа. Мне очень нравится работать именно в такой технике, пропагандировать традиционное изобразительное искусство Чеченской Республики. В галерее имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова также прошла выставка известного казахстанского художника Талгата Дасманова под названием «И дольше века длится день». На экспозиции представлено более 50 работ автора, выполненных преимущественно в техниках портретной и пейзажной живописи. Восторг зрителей разделила Элимда Жамалдинова. На выставке «Дальше века длится день» представлено 61 произведение искусства, выполненные в жанрах портрета и пейзажа. Экспозиция дает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир художественного выражения автора Талгата Дасманова, где каждая картина рассказывает свою историю и отражает его внутренний мир. Я выбирал картины для этой выставки, ориентируясь на мое желание погрузить зрителя в такой некий художественный фильм, в котором бы зритель испытал разные эмоции, такие как радость, грусть,
может быть, даже испугался. Портреты на выставке варьируются от классических до современных интерпретаций, демонстрируя разнообразие стилей и техник. Каждая картина – это не просто изображение человека, но и глубокое исследование его характера, эмоций и жизненного контекста. Можно увидеть, как автор использует цвета, текстуру для передачи индивидуальности своих моделей, создавая тем самым эмоциональную связь с зрителем. Картины замечательные, просто очень погрузился в историю казахского народа, и здесь, конечно, сразу перекликается история чеченского народа, потому что наши народы неразрывно связаны, потому что нас связывает очень трагическая история чеченского народа. Ну, конечно, хочу отметить очень высокий уровень профессионализма автора, то есть человек талантливый, молодой, то есть мне очень действительно поразило, что человек, будучи таким молодым, является таким талантливым художником. И, конечно, поразило то, что он очень четко передал все те мотивы, все те эмоции, которые он хотел выразить именно красками. От живописных видов природы до городских сцен и исторических артефактов каждая работа запечатлела их уникальность и атмосферу окружающего мира. На этой картине изображен национальный ковер чеченцев. Автор вдохновился написать эту работу после посещения музея Дон-Дюрт в Урус-Мартане, где он и увидел его. Выставка представлена в галерее имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и продлится до 5 мая. Эти картины – настоящая одиссея в мир портрета и пейзажа, где каждый может найти что-то близкое своему сердцу. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. Республиканский турнир по шахматам среди школьников Белая ладья собрал 4 команды, которые поборолись за право быть лучшими в интеллектуальной игре. 2 коллектива представляли сельские поселения, еще 2 Грозные. Игра молодых ребят прошла в рамках 3 туров. По их итогам определились команды-победителей из города и села. Кубки, медали и грамоты вручены своим обладателям. Лучшие будут представлять регион уже на всероссийских соревнованиях. Они состоятся с 1 по 11 июня. В этом году впервые мы разыгрываем путевку на Сочинский фестиваль в номинации «Шахматное поле». Это соревнование команд из малых поселений, городов, сел с населением меньше 70 тысяч человек. Федерация шахмат России пошла навстречу сельским шахматистам и одну команду сельскую из нашей республики они примут за свой счет на этих соревнованиях, которые пройдут в начале июня. Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.